Мой любимый сын, моя любимая дочь, я хочу, чтобы ты знал, что я здесь и говорю прямо с твоим сердцем. Вам не нужно беспокоиться о невыполнимых задачах, потому что я позабочусь о них. Подобно тому, как ветры и бури подчиняются моему приказу, бури сомнений в вашем сердце обретут покой. Приди ко мне сейчас, и я принесу тебе отдых, который ты ищешь. Я успокою беспокойные мысли и страхи, беспокоящие ваш разум. Желаю мира в твои дни и спокойствия в твои ночи. Вы безмерно благословлены, но иногда вы пренебрегаете этими благословениями, придавая большее значение страхам, которые никогда не осуществятся, или людям, которые не имеют над вами истинной власти. Я призываю вас сохранять спокойствие, не обращать внимания на новости, сплетни или угрозы других, ведь именно я держу вашу судьбу в своих руках. Даже если против тебя восстанут тысячи, даже если ты столкнешься с последствиями своих собственных ошибок, не бойся. Ты мой любимый сын, моя любимая дочь, и я защищу тебя от зла, даже среди хаоса. Когда окружающие теряют надежду, будь сильным и бесстрашным, ибо я никогда не оставлю тебя. Это глубокое свидетельство моей любви к вам. Я говорю с вами сейчас, проникая в ваше сердце и обращаясь к сомнениям, которые так долго беспокоили ваш разум. Я люблю тебя и показываю это тебе прямо сейчас. Если ты меня тоже любишь, вырази свою любовь в комментариях, написав «Я люблю тебя, Господи». Драгоценный сын, драгоценная дочь, я удаляю шрамы, которые оставили на тебе другие. Боль, которую ты перенес от своих рук, но знай, что все, через что ты прошел, было не напрасно. Сегодня у вас есть сила, мудрость и зрелость, чтобы слушать и защищать тех, кого вы любите. Ваше время освобождения пришло. Теперь вы готовы быть сосудом моей любви, неся мой свет тем, кто находится во тьме. Однако ваши враги знают о вашей цели, поэтому они стремятся создать проблемы и украсть ваш покой. Если вы позволите им нарушить ваш сон или если вы потеряете веру и погрязнете в страхе, тревога может снова одолеть вас. Но помните эту истину: моя любовь к вам безмерна, мое милосердие бесконечно, и мой Святой Дух не допустит, чтобы вам причинили вред. Итак, верь, что даже если ты споткнешься и упадешь, я подниму тебя. Не подумай ни на мгновение, что я отвернулся от тебя. Если ты попадешь в ловушки своих врагов, я спасу тебя. Если ваша вера пошатнется и ваше сердце наполнится негативом, я продолжу бороться за вас, очищая вашу душу своим словом. Я не позволю никому отнять тебя у моей любви, будь то мечами или ножами, нуждой или болезнью, конфликтами или опасностями, ибо во всем этом ты уже победитель. Ты отвернулся от зла и отдал мне свое сердце, открыто исповедуя свою веру в меня как в своего Спасителя и Защитника. Твоя преданность непоколебима, в отличие от тех, кто жалуется и отвергает меня, сталкиваясь с проблемами, безрассудно выражая свое разочарование, игнорируя мою любовь. Но я продолжаю любить их и никогда не успокаиваюсь. Я призываю вас дистанцироваться от нечестивцев и продолжать молиться за них. Не позволяйте их презрению к моему слову влиять на вас. Двигайтесь вперед, настаивайте, не оставайтесь там, где вы находитесь сегодня.
Я благословляю вас невероятной силой, уверенно маршируйте, сталкиваясь с врагами и испытаниями, которые встречаются на вашем пути. Ты вырос, ты смелый среди храбрых, чемпион среди чемпионов. Начинайте каждое утро с воспоминания вашей веры моим словом, представляя мне свою веру и просьбы. Помните, для меня нет ничего невозможного. Я рядом с вами и готов помочь вам во всем. Сохраняйте самообладание и наслаждайтесь моим покоем, ибо вы вступаете в сверхъестественную жизнь. Приходи, я тебе звоню. Твое место здесь, в моем присутствии. Когда вы преклоните колени с верой, почтением и уважением, мои армии придут вам на помощь. Сегодня я приказываю вам сохранять спокойствие. Не позволяй сердцу твоему тревожиться. Найдите утешение в любящих объятиях, которые вас окружают. Скажи мне, что ты получил это, потому что я решил благословить тебя. Ты воззвал ко мне, и я отвечу. Ваша жизнь вот-вот изменится, поверьте в это. Я даю вам новое сердце, и те, кто знает, что вы окажетесь в ловушке, и получат неожиданную помощь. Будьте благодарны, ведь для вас откроется множество дверей благословений и новых возможностей. Поверьте этим словам и поделитесь ими. Никогда не забывайте молиться, разговаривать со мной просто закройте глаза и скажите: «Господь, Ты мне нужен, и я буду рядом с Тобой». Верьте, ибо истина в том, что мое присутствие никогда не покинет вас, если только вы не отвернитесь от моей благодати или не отвергнете благословения, которые я дарую вам. Во времена смятения не открывайте свое сердце ложным учениям. Не позволяйте ненависти проникнуть в ваше сердце и не объединяйтесь, чтобы говорить плохо о тех, кто не причинил вам вреда и не является вашими врагами. Не верьте всему, что видите, слышите или читаете. Если кто-то говорит плохо о другом, не спешите ему верить. Не попадитесь в ловушку, приготовленную противником. Мои глаза ищут искренние, верные сердца, которые любят меня и уважают мои законы. Я здесь, чтобы вдохновить вас, поднять настроение вашей семье и поделиться этими божественными словами, а не участвовать в грехах других. Я искренне прошу, если вы из-за беспокойства не понимаете моих слов, уделите немного времени и послушайте еще раз, слушайте все мои сообщения. Я желаю, чтобы твое сердце поняло этот знак, который я послал тебе. Ты часто просил мира и спокойствия, и я дарую тебе это. Но храни мои слова в своем сердце и помни их, когда враг, подобно рыкающему льву, захочет сожрать тебя и бросить вызов твоей вере. Мой голос, ваш проводник, ваш дух принимает его. Мое слово освещает твой путь и дает силы преодолеть любую ситуацию. Ни один враг не причинит тебе вреда, если ты будешь оставаться бдительным, с моим словом на устах и в мыслях твоих днем и ночью. Когда нечестивцы восстанут против тебя, не бойся. Я дам тебе силы, и если ты произнесешь эти слова с верой, все злодеи разбегутся. Ваш дом будет свободен от бедности, дефицита и болезней. Никто не восстанет против тебя, ибо слово мое – щит для семьи твоей. Я хочу видеть, как твое сердце горит, твои глаза широко открыты, а твой разум пробуждается.
Вы должны быть готовы получить бесчисленные благословения и идеи. Пришло время покорять новые территории, пожинать плоды своих жертв и усилий. Ничто из того, что вы пережили, не было напрасно. Все в вашей жизни работает вам на благо, в вашем доме, в вашей семье, и вы станете свидетелем великих чудес и поймите цель, которую я имею для каждого из вас. Вы верите в это всем своим сердцем? Если да, то продемонстрируйте это в комментариях, написав «Верую, благословенный Господи». Благословенный сын, благословенная дочь, я призываю вас уважать каждого, ни на кого не смотреть свысока, независимо от его возраста, статуса или прошлых ошибок. Не судите тех, кого я простил. Поддерживайте и помогайте расти тем, кого вы любите. Сделав это, я благословлю вас еще больше, поскольку я желаю через вас изливать благословение на других. Реки живой воды потекут из вашего сердца к тем, кого вы встретите на своем пути. Через вас они переживут чудеса и исцеления. В вашей улыбке они найдут надежду, которую ищут. Даже те, кто не последует за мной, поймут, что я реален и истинен, так же, как я проявил к вам милость. Я распространю его на всех, кто отвернется от зла и придет ко мне с искренним сердцем. Сегодня я осыпаю тебя любовью, рассеиваю темные тучи отчаяния и покрываю тебя тенью своей благодати. Выйдите из дома, посмотрите на небо, поднимите руки и заявите миру, что я ваш пастырь, ваш кормилец и что вы доверяете мне всем своим сердцем. Следуя моим словам до конца, сделайте это сейчас. Получите это исцеляющее помазание, почувствуйте силу, которую я вам даю, и не бойтесь и не уставайте, двигаясь вперед. Делясь моим словом и сохраняя в своем сердце благодарность за все блага, которые я дарую вам, скажите мне, что вы принимаете их с любовью. Я вижу, как ты борешься, не можешь заснуть, а мысли бегут в твоей голове. Знайте, что вам не нужно бояться, потому что я здесь с вами, рассеивая тени вашего прошлого, освобождая от бремени ваших грехов и залечивая оставшиеся раны. Цепи, которые когда-то связывали вас, теперь навсегда разорваны. Смотри в будущее с верой, ведь я всегда рядом с тобой. Я никогда не оставлю тебя. Прими мою истину, потому что я люблю тебя глубоко, вплоть до того, что принесу себя в жертву на кресте и воскресну с силой, чтобы ты мог иметь вечную жизнь. Доверьтесь моим обещаниям, я проведу вас по правильному пути и закрою двери, которые сбивают вас с пути. Приблизьтесь ко мне с непоколебимой верой, и я уверяю вас, что моя благодать будет дарована вам. Ты никогда не одинок и не сбит с толку, я на расстоянии одной молитвы. С уверенностью ждите благословений, которые вы ищете, но еще не получили. Знайте, что скоро они будут у вас в руках. Примите мое слово и поверьте. Воззовите ко мне от всего сердца, и я отвечу. Я укреплю твой дух, чтобы жизненные бури не могли легко потрясти тебя. Вы останетесь тверды, не боясь лжи, фейковых новостей, оскорблений и пустых угроз. Если я вам скажу, вы поверите. Ты не слабый, ты сильный. Подумайте об этом и поместите это в свою голову. На самом деле в комментариях заявляйте:
с Богом я силен. Освободитесь из тюрем, которые построили для вас другие. Освободитесь от вины за прощенные грехи. Очистите свой разум от ненужных конфликтов и не позволяйте негативным эмоциям пустить корни. Отпустите обиду и простите тех, кто причинил вам боль. Не зацикливайтесь на прошлом, ваше будущее в моих руках. Я гарантирую, что выбранная вами цель будет достигнута. В твоей жизни произойдут чудеса, и твоя семья тоже купается в моей любви. Ваш дом защищен могущественной кровью, простившей ваши грехи. Доверься мне, открой уста свои, и я обеспечу тебя пищей, как медом из скалы, и насыщу тебя лучшей пшеницей. Мои обещания текут к вам ежедневно, и я всегда готов дать вам больше. Наполните себя словами, которые приносят мир. Украсьте себя щитом, который защитит вас от нападок зла. Убедитесь, что ваша семья получает мои обещания и может почувствовать красоту благодати, охватывающую их сердце, приносящую мир день за днем. Я совершу чудесные подвиги, которые могут показаться вам невозможными. Я подарю здоровье, обеспечение, свободу и процветание вашим близким. Кто еще может подарить вам эту сверхъестественную радость? Кто еще понимает ваши мысли и знает ваши истинные потребности? Кто еще может наполнить вас этой успокаивающей, исцеляющей любовью? Это не я. Тот, кто отдал свою жизнь на кресте и воскрес, чтобы даровать тебе спасение. Я автор ваших дней, архитектор вашей судьбы и будущего. Ничто не находится за пределами моей досягаемости. Многие слушают ложь мира, полагая, что я не люблю их, что я готов их наказать. Но я говорю о своей любви, а они в этом сомневаются. Они предпочитают ложные представления, которые держат их в ловушке обмана. Но ты, мой дорогой сын, моя дорогая дочь, слушаешь меня сейчас, и это означает большие и чудесные вещи для тебя и твоей семьи. На горизонте ждут могущественные и чудесные события, и я хочу, чтобы вы поверили в эту чудесную любовь. Добрый, терпеливый и понимающий, которого нелегко разозлить, который никогда не ведет учет обид, который радуется истине. Держитесь той неизменной любви, которая всему верит, всего надеется и все переносит. Оставайся сильным в этой любви, которая никогда не перестает. Ибо это венец уже дарованных вам сверхъестественных благ, любви, надежды и веры. Из этих трех величайшая – любовь, и я подарю ее тебе навечно. Принять это. Напишите своими руками, а также в комментариях «Принимаю, Господи». Каждое утро вставай с решимостью и верой, ибо это приносит радость моему сердцу. Не позволяйте жизненным трудностям потрясти вас, ведь вас не так-то легко разочаровать. Задумайтесь глубоко в своем сердце. В вашем сердце живет горячее желание поступать правильно, помогать и служить, сохранять единство и гармонию вашей семьи и приветствовать каждый день моими благословениями при первом луче света. Продолжайте в том же духе, не теряйте эту веру. Ваш образ жизни – это также ваше поклонение. Твоя похвала, добрая душа, и твои действия отзываются во мне, возвеличивая мое имя. Я хочу, чтобы больше людей увидели такого человека,
как ты, человека непоколебимой веры, который искренне любит меня. Я очень восхищаюсь тем, как ты выдерживаешь жизненные бури. Не отвечайте ненавистью или обидой ложным друзьям, которые причинили вам вред и украли материальные блага. Они никогда не смогут украсть самое ценное – вашу веру, преданность делу и непоколебимое стремление следовать моей воле, несмотря ни на что. Ты мой любимый сын, моя любимая дочь, и это вне всякого сомнения. Слово, которое я посеял внутри вас, принесло обильные плоды, и вас еще ждет много благословений и даров. Впереди вас ждет великолепное будущее. Доверьтесь моей поддержке в любых обстоятельствах. Ты можешь подойти с уверенностью и в любой нужде излить свое сердце на мой алтарь. Даже когда тебя искушают сомнения или ошибка, я остаюсь верным. Я никогда тебя не оставлю. Я окружу вас своим присутствием, где бы вы ни находились, множеством небесных воинств, готовых и жаждущих помочь вам, даровать вам победу над любым жестоким противником, который может бросить вам вызов, обеспечить исцеление и устранить все недуги. Я дам тебе силу провозгласить мое слово, и силы тьмы будут уничтожены. Ваша жизнь, ваша семья, ваше здоровье, ваши финансы, все, кто находится под вашей крышей, обретут свободу и будут жить в победе. Если вы принимаете это в свою жизнь с открытым сердцем, в комментариях напишите «Принимаю, Господи». Ваш дом будет освящен моим славным присутствием, и сверхъестественные чудеса будут происходить ежедневно. Вас будут окружать семьи добросердечных людей, которые также будут благословлены вашим сострадательным духом. Я умоляю вас продолжать оставаться тем, кем вы являетесь, не впадать в неверие. Ищите меня искренне, учитесь и развивайтесь. Погрузитесь сегодня в еще один день жизни. Итак, чего же ты ждешь? Не помешает открыть губы и выразить благодарность своими словами. Я знаю ваши потребности еще до того, как вы их выразите. Просто доверять. Пойдем со мной и проведем минуты спокойствия. Найдите тихое место и подумайте обо всех причинах, по которым вы должны быть благодарны сегодня. Ваша жизнь, ваша семья, ваше здоровье, воздух, которым вы дышите, еда на вашем столе, убежище над вашей головой, моя сверхъестественная защита вокруг вас. Из вашего дома, где ангелы-воины стоят на страже и охраняют ваши мечты, всегда готовые вступить в битву. Есть бесчисленное множество причин чувствовать себя благословленными. У вас есть так много прекрасных мотивов, над которыми стоит размышлять ежедневно, чтобы ваш разум был наполнен позитивом, а ваши глаза были открыты для моей доброты на протяжении всего вашего путешествия, вселяя в вас уверенность в том, что я держу вашу судьбу в своих руках. Ты живешь в благодарном сердце, которое сознает свою зависимость от меня, которое ищет меня с верой и надеждой, зная, что ты обильно благословлен. Иногда я вижу, что вы озабочены жизненными событиями, но это вполне естественно. Не волнуйтесь чрезмерно. Вы несете бремя своих обязанностей. Я знаю, ты хочешь, чтобы все шло хорошо для пропитания, для наполнения твоего дома, для здоровья твоей семьи, чтобы ничто и никто не нарушал мир и стабильность, которых ты так желаешь.
Однако бывают дни, когда закрадывается тревога, и вы забываете быть благодарными. Враг шепчет, впрыскивая в ваш разум нечистые мысли, превращая беспокойство в страх, окружая вас ложью, превращая страх в тревогу и отчаяние. Я смотрю и жду, пока ты высоко поднимешь руки и произнесешь слова, которые заставят врага бежать. Будьте благодарны за свою жизнь, свою семью, свое здоровье и все, чем вы являетесь и что имеете. Ваша искренняя вера и благодарное сердце служат щитом, сохраняющим вас во времена скорби. Когда ты пройдешь через огонь проблем, я буду рядом с твоей кроватью, ожидая твоего пробуждения. Я хочу каждый день слышать твои первые слова, исходящие из глубины твоей благодарной души. Спасибо, спасибо за жизнь. Приходи ко мне сегодня, когда тебе станет плохо. Освободите бремя, которое вы носите внутри себя. Я возьму эти эмоции в свои руки, превращая их одну за другой, печаль в радость, раскаяние в покой, вину в надежду и ту тень депрессии, которая преследует ваши мысли и заставляет вас слышать голоса из прошлого, которые все еще обманывают вас. Я искореняю эту депрессию навечно. Я всемогущий Бог, а ты мое любимое дитя, которое слушается, верит и верно следует. Сегодня я дарую тебе свободу от всех душевных страданий силой моей пролитой крови. Исцеление и святость придут, если я услышу мой голос. Полное здоровье с головы до ног ваше прямо там, где вы находитесь. Встаньте, поднимите свои надежды с земли и идите вперед. Присоединяйтесь ко мне на этом пути, ведущем к вершине горы Победы, месту вашего триумфа. Эмоции, которые я сею в вашем сердце, запечатываются моим Святым Духом. Благословение, которое я представляю вам, является искренним, истинным. Вы получаете это, пока верите в меня и мое вечное слово. Вы не ошибаетесь, когда открываете свое сердце своему Небесному Отцу, который любит вас безмерно. Вы не представляете это. Мощные и чудесные чудеса ждут на горизонте каждого, кто слышит мои слова и осмеливается верить со смирением и простотой, признавая свои неудачи, оставляя зло позади и решая неуклонно двигаться вперед, не оглядываясь назад. Я люблю тебя, мой дорогой сын, моя дорогая дочь. Я очень хочу исцелить тебя. Разорви свои цепи, уничтожь все проклятия и заклинания, окружающие тебя, заставив тебя поверить, что кто-то в этой вселенной обладает большей силой, чем я. Это величайшая ложь. Небо и земля содрогаются от звука моего голоса, силы зла рушатся передо мной. Никто в этом мире, будь то человек или духовный человек, не может противостоять вам, навредить вам или причинить вам какой-либо вред. Ибо ты не один, мои руки окружают тебя, моя святость окружает тебя, и сила моей крови защищает тебя день и ночь. Не будет больше печали, боли и слез отчаяния. Примите и испытайте мир и счастье, которые я дарую вам прямо сейчас. Заявите о своей вере в меня и выразите свою благодарность за любовь и чудеса, свидетелями которых вам предстоит стать, написав в комментариях: «Спасибо тебе за всех, Господь». У меня для вас хорошие новости, которых вы с нетерпением ждали. Я решу любую проблему, которая тяготит вашу душу.
Я благословлю вашу семью, ваше здоровье и ваши финансы. Вы вступаете в период выздоровления. Обратите внимание, я буду направлять вас и давать инструкции обо всем, что вам нужно делать, чтобы ничего не потерялось и все процветало. Дай мне время и обязуйся преклонить колени и сдержать свое слово. Решите раз и навсегда доверить мне свои страхи и бремя. Укрепи свою душу моим присутствием и услышь мой голос в своем сердце, полном любви. Я хочу вести вас по пути восстановления, чтобы вы могли вернуть все, что было потеряно. Я хочу держать вас за руку на пути к миру и спокойствию, чтобы вы могли вновь обрести счастье, которого так желаете, и оставить позади проблемы, которые когда-то казались непреодолимыми. Я хочу освободить вас от тревог, которые преследовали вашу жизнь, удалить эти страхи из вашего разума. Не привязывайтесь к ним, не прячьте их. Я больше не хочу, чтобы страх заставлял вас принимать плохие решения. Вы заплатили высокую цену за свои ошибки, но сегодня это закончится. Я прощаю твои грехи, я очищаю твою душу. Бремя, которое вы несли, такое как вина и неуверенность, останется позади. Мое желание, мой любимый сын, моя любимая дочь, благословить твою жизнь. Мои планы и цели направлены на ваше благо и благополучие. Не все будет легко, временами вам придется сражаться, но я буду рядом с вами, укрепляя ваш дух до конца. Если верите, заявите в комментариях «Принимаю». Если вы позволите мне управлять вашей жизнью, провозгласите «Мой Бог, Ты мой король и мой господин». Всякий раз, когда ты приходишь просить меня о чем-то, приходи с уверенностью, мой дорогой сын, моя дорогая дочь. Покажите мне свою веру, потому что ваша благодарность – это самый прекрасный дар, который вы можете преподнести в этот священный момент, который мы разделяем. Не приближайся ко мне со страхом, ибо я никогда не отвергну тебя. Твои грехи смыты, заплачены моей драгоценной кровью. Вам не нужно стыдиться, когда вы приходите в мое присутствие. Даже когда ты был далеко от меня, забытый, я проявил к тебе свою милость. Я послал тысячи ангелов, чтобы спасти тебя из лап зла, устранив все препятствия на твоем пути, чтобы ты смог найти дорогу обратно ко мне. Завтра ты вернешься, мой любимый, ты принесешь хорошие новости об открытых тобой чудесах, об изменениях, которые разворачиваются в твоей жизни. Подтвердите свою преданность, и я буду рад услышать ваш голос. Но помни, я привел тебя сюда, чтобы изменить твою жизнь. Я желаю видеть вас свободными от ненависти, презрения, печали и отчаяния. Слушай внимательно, сын мой, дочь моя. Не верьте ни мне, ни тем, кто ставит препятствия на вашем пути, требуя совершенства, а сами отмечены грехом и ошибочными помыслами. В этом мире никто не может похвастаться совершенством передо мной. Не позволяйте своей вере поколебаться из-за тех, кто закрывает двери перед вашим лицом. Здесь тебя глубоко любят, глубоко любят. И есть только один истинный путь, одна открытая дверь, куда ты можешь войти и принять вечную жизнь, полное счастье и вечную радость здесь со мной. Вы всегда найдете любовь, принятие и чистую священную привязанность.
Приходите смело, день и ночь, независимо от того, чувствуете ли вы себя плохо, считаете ли вы, что потерпели неудачу или чувствуете семейную слабость, которая в прошлые времена привела вас к пороку, ошибкам и греху. Здесь тебя обнимают, как бы ты ни пришел и в какой ситуации ни оказался. Я слышу твою покаянную молитву и даю тебе еще один шанс. Если ты примешь мое прощение и захочешь начать все сначала, приди и отдай свое сердце. Никаких объяснений не нужно, я понимаю твою потребность в моей любви. Я здесь, чтобы любить тебя. Расскажи мне, как ты сегодня. Расскажи мне все, ведь наш разговор остается конфиденциальным. Излейте свое сердце, отпустите то, что вас тяготило. Услышав мое могущественное слово, моя исцеляющая рука коснется вашей души, принеся облегчение вашим заплаканным глазам и разорвав цепи, сковывающие вас. Те эмоции, которые пронзили твое сердце. Как стальные гвозди, только благодаря моей силе они могут исчезнуть. Я желаю, чтобы к вам вернулся мир, чтобы ваша вера возродилась и чтобы вы снова могли летать, чувствуя ту же страсть, которую испытывали когда-то, поднимаясь высоко, чтобы осуществить свои мечты. Я хочу, чтобы ты чувствовал себя хорошо. Крайне важно ежедневно приходить ко мне. Вместе мы с вами напишем темные главы вашей жизни и создадим новое повествование. Ты принимаешь это со мной? Если да, скажите об этом в комментариях. Положитесь на меня, Господь. Я хочу, чтобы ты увидел себя таким, какой ты есть на самом деле, любимым мной, победителем, обладателем души, которая каждый день пробуждается с веской причиной жить. Нет никаких препятствий для того, чтобы вновь обрести счастье, осознав, что вы являетесь великим благословением для многих, способным оказать значительную поддержку. В ваших руках много семян, готовых к посеву. Перед вами благодатное поле. Встань и смотри, ты нужен своей семье. Множество больших и маленьких сердец смотрят на тебя. Враг мучил тебя беспрестанно, пытаясь отрезать тебе крылья и заключить в темницу горечи. Он почти убедил тебя, что он бесполезен, нанося раны, которые казались маленькими, но которые медленно кровоточили твое сердце. Вы чуть не заблудились, но ручайтесь за мое слово. Вы проявили чуткость, признали свои ошибки и покаялись в своих грехах. Ваша покаянная молитва была прекрасным приношением, совершаемым в небесных сферах. Возвращаясь сегодня домой, подпитываемые своей пламенной и активной верой, вы прокладываете свой путь в битве за жизнь. Я радуюсь вашему доверию, вашей готовности поделиться своими самыми сокровенными мыслями и переживаниями. Я снова вкусил радости жизни, но в твоей душе все еще есть скрытые глубины, которые нужно исследовать. Разговор со мной каждый день придаст вам сил, углубит вашу веру и заставит вас осознать, как я облегчаю бремя с ваших плеч. На душе вашей станет светло, и счастье наполнит ваше существо. Ты слышал мой голос, теперь поговори со мной. Не стесняйтесь раскрыть все, что живет в вашем сердце, потому что я глубоко ценю вас. Я очень рад видеть вас здесь, пришедших получить любовь и питать ваш дух моими словами, и это правда и чудесно. Вы уже заметили изменения внутри себя,
но беспокойство все еще сохраняется. Вот почему я здесь. Это правда, что определенные обстоятельства могут вас беспокоить, заставляя ваш разум наполняться мыслями, которые крадут ваш покой. Но помните, каждое утро вы можете приходить к молитве и находить решение, проводя свой день с радостью, без груза, который вам больше не нужно нести. Подумай, сын мой, дочь моя, подумай. Сосредоточьтесь на самых важных делах. Не беспокойся о вещах, которые никогда не произойдут, пока я твой опекун, не бойся. Я вечно рядом с тобой. Я люблю тебя и присматриваю за тобой, следя за тем, чтобы у тебя было все необходимое. Примените свою веру в действие и поднимите свой дух. Приходите ко мне, стоите ли вы на коленях, сидите или лежите в своей постели. Закройте глаза и с благодарностью в сердце выразите благодарность за свою семью, свой труд, свое здоровье. Иногда вам даже не нужно спрашивать, но я рад вашей просьбе и хочу, чтобы вы просили с непоколебимой уверенностью. Мои уши настроены на твой голос, и мои ангелы с нетерпением ждут твоих просьб. Они были созданы, чтобы подчиняться моим приказам и служить вам. Ты мой сын, моя дочь, и я наполняю твою жизнь благодатью. Я даю вам ванны милосердия. На самом деле, вы должны спросить меня. Итак, спросите. Не бойтесь просить лучшей пшеницы, меда из скалы, открытия окон небесных и изобилия благ. Упражняйте свою веру. Я обладаю силой сдвинуть горы печали, разрушить препятствия зла и разорвать цепи греха, зависимостей и разрушительных привычек. Проси у меня всего хорошего, милого, доброго и возвышающего. Даже когда задача покажется непреодолимой, если она будет способствовать твоему вечному росту и земному благополучию, спроси меня в мое подходящее время. С бесконечной любовью я отвечу. Я понимаю ваши испытания, ваши тревоги, ваши желания. Я полностью осознаю. И твои слезы, твои минуты уныния и одиночества. Вот почему я никогда не оставлю твою руку. Я понимаю, что сегодня я тебе снова нужен. Не так давно вы были полны печали и отчаяния и кричали: «Боже, где ты?». Сегодня я предлагаю вам этот знак того, что на самом деле я прислушиваюсь к вашим потребностям и здесь, чтобы изменить ход вашей судьбы. Ваши молитвы, полные веры и искренности, дошли до моих ушей, и я готов ответить. Я обладаю силой и хочу использовать ее для вашей пользы. Ключ к чудесам лежит в вашей вере, независимо от обстоятельств. Я всегда буду рядом с тобой, потому что ты страдаешь и нуждаешься в моей помощи, моей любви, которая успокаивает и исцеляет без осуждения, моем нежном присутствии, которое обнимает тебя в тишине. Тебе нужно мое внимательное ухо, которое терпеливо и без перерыва вслушивается в каждое твое слово. Говори правду, сын мой, дочь моя. Ты тоскуешь по мне, и это факт. Ваши собственные силы достигли предела, и теперь пришло время осознать свою нужду. Я понимаю, что вы и ваша семья пересекаете трудную пустыню, где изоляция угасает надежда, и ваша душа жаждет любви. Среди запустения путь труден, а раскаленные камни заставляют кричать от боли.
Я понимаю твои чувства. Трудно продолжать идти, полагая, что даже посреди этих страданий моя рука поддерживает тебя. Однако я пришел защитить вас от врагов, которые нападают на вас и причиняют вам вред. Все, что вы переносите сегодня, это процесс очищения. Подобно тому, как золото сияет только тогда, когда оно проходит через огонь, так и вы будете сиять, очищенные от негативных характеристик, которые все еще сохраняются в вас. Я хочу, чтобы ты освободился от гнева, тщеславия, страха, сомнений и неверия. Не оглядывайтесь назад, потому что ничто в вашем прошлом не сравнится с радостью, которая придет. Желаю тебе изучить свою жизнь в поисках малых и значимых благ, путешествовать с чистой совестью, неся в сердце мои добродетели. Вы представляете неоценимую ценность, ваша семья бесценна, и ваше будущее имеет большую ценность, чем деньги, имущество, дома, профессии, работа, слава или популярность. Не бойтесь потери материальных благ и не лейте из-за них слез. Расставьте приоритеты в том, что действительно важно. Я прихожу к вам с сердцем, полным любви и заботы. Я хочу быть рядом с тобой, направлять тебя и удовлетворять твои потребности. Ищи меня изо всех сил, ибо я твой кормилец. Сегодня я хочу даровать вам необходимые вам благословения и готов изменить вашу судьбу. Примите этот момент, сын мой, дочь моя, и заявите о своей вере в меня, написав в комментариях: «Моя вера непоколебима». Возьми меня за руку и давай вместе идти к исполнению обещаний, которые я дал тебе. Ваша преданность делу глубоко ценна. Поскольку ты так долго сеял семена веры в свое сердце, даже среди великих трудностей и испытаний, ты никогда не сомневался в моей силе и никогда не сомневался в моем присутствии рядом с тобой. Вот почему ты выиграл, и именно поэтому я помог тебе. Сегодня я заставлю эти семена принести обильный плод в вашей жизни и жизни тех, кто вас окружает. Ваша награда уже близка, и то, что я принесу в ваш дом, превосходит то, что вы можете себе представить. Вы заслуживаете лучшего и большего. Ваша вера драгоценна, и ваша преданность делу глубоко ценится. Если вы продолжите доверять мне, ваша жизнь наполнится истинным изобилием. Я обещаю открыть для вас много дверей и предоставить вам хорошие возможности. Благословения прольются на вас обильно, как нежный дождь, питающий землю. Обращайте пристальное внимание на то, что происходит вокруг вас, даже когда вы сталкиваетесь с препятствиями, которые могут показаться непреодолимыми. Помните, что я могу превратить самые сложные ситуации в возможности для роста и изобилия. Получая мои дары и таланты, ищите руководство в моих словах. Используйте их, чтобы улучшить свою жизнь и жизнь окружающих. Но не позволяйте себе соблазниться материальными благами или искушением славы. Не обременяйте себя лишними долгами ради тщеславия. Вместо этого сосредоточьтесь на том, что действительно важно, и позвольте своей духовной жизни взлететь на более высокие высоты. Более того, я приглашаю вас учиться на моих словах и углубить свою связь со мной. Я открою вам много чудесных чудес в вашей жизни, если вы откроете свое сердце, чтобы принять их.
Берегите свое здоровье и дела своей семьи. Не откладывайте на потом, ведь я дал вам силу и разум для разрешения различных ситуаций. Сегодня я не хочу, чтобы вы в последний момент почувствовали себя подавленными или разочаровались. Вставайте, будьте смелыми и действуйте решительно. Вы ничего не потеряете, следуя моему руководству, даже если столкнетесь с противодействием или сопротивлением со стороны других, стремясь улучшить свою ситуацию и сделать правильный выбор. Отдайте все в мои руки, молитесь за них, но не позволяйте их советам и жалобам влиять на вас. Те, кто выбирает пути, ведущие во тьму, не могут предложить настоящую помощь. Знай, что я с тобой во всем, но прошу, чтобы ты поставил меня на первое место в своем сердце. Поступая так, я не только помогу вам, но также принесу вам процветание и изолью на вас благословения, которые дороже золота. Даже в минуты усталости и отчаяния я разожгу в тебе желание жить, укреплю тебя и подниму из пепла. Окружающие вас и будущие поколения будут свидетельствовать об обильных благословениях, которые я дарую вам. Покрою тебя честью, очищу пути твои и наполню дом твой славой своей. Верьте моим обещаниям, они обязательно будут выполнены. Сын мой, дочь моя, я глубоко люблю тебя и хочу войти в твой дом, чтобы сотворить великое чудо в твоей жизни. Я здесь, у двери, зову тебя. Ты откроешь дверь и позволишь мне сделать что-то новое, чудесное, мощное и сверхъестественное в твоей жизни. Я вижу вашу ситуацию и никогда не позволю дефициту прийти в ваш дом. Мое прикосновение к вашей семье принесет дождь благословений, который будет питать ваш дом долгие годы. Ты был верен мне долгое время. Ты молился, просил с верой, плакал и ставил меня на первое место во всех своих действиях и мыслях. Приближается время пожинать плоды вашей верности. Я наполню ваш дом изобилием, счастьем, мужеством и здоровьем. Если вы действительно доверяете моим словам, покажите это в комментариях, написав «Я доверяю Тебе, Господи». Будьте уверены, ведь все, что я вам обещал, я выполню. Будьте готовы к большим переменам и не цепляйтесь за пути прошлого, полного забот и разочарований. С моим благословением приходит мудрость, сила и способность принимать мудрые решения, чтобы позаботиться о том, что я вам доверяю. Будьте благодарны и доверяйте, потому что я преображаю вашу жизнь, и вскоре вы откроете для себя много возможностей. Вы давно посеяли семена веры в своем сердце, даже среди больших трудностей и испытаний. Ты никогда не сомневался в моей силе и никогда не сомневался в моем присутствии рядом с тобой. Вот почему ты выиграл, и именно поэтому я помог тебе. Сегодня я заставлю эти семена принести обильные плоды в вашей жизни и жизни тех, кто вас окружает. Награда за вашу верность уже близка, и то, что я принесу в ваш дом, превосходит то, что вы можете себе представить. Вы заслуживаете лучшего и большего. Ваша вера драгоценна, и ваша преданность делу глубоко ценится. Ваше скромное и простое отношение приведет вас далеко. Будьте готовы, ведь я открою новые двери, и вам откроются новые горизонты. Изобилие войдет в ваш дом. Я люблю тебя, мой сын, моя дочь.
В нынешнем состоянии вас не одолеют никакие проблемы, пока вы остаетесь твердыми в вере, зная, что ваше будущее в моих руках. Все ваши припасы исходят от меня. Я тот, кто благословляет твою жизнь. Оставайся в моем присутствии, найди убежище в моих любящих объятиях. В минуты тревоги приди ко мне и обретешь покой. Не позволяйте врагу обмануть вас, заставляя думать, что ваши проблемы непреодолимы. Моя сила в сочетании с твоей верой огромна. Доверьтесь мне, а не путям этого мира. Ваша сила исходит только от меня, и я единственный, кто может поддержать вас, укрепить вас, расширить ваше видение и увеличить ваше счастье. Когда твоя вера поколеблется, вспомни времена, когда ты взывал ко мне от боли, когда ты чувствовал себя покинутым. Я пришел, чтобы поднять тебя, показать, как сильно я тебя люблю, и с тех пор продолжаю показывать тебе это. Не сомневайтесь сейчас, когда вы так близки к осуществлению столь многих дел. Сейчас не время останавливаться или позволять сомнениям омрачать ваши мысли. Когда в прошлом возникали проблемы, это часто происходило потому, что вы действовали, не думая, не размышляя, не молясь. Ты хотел уйти от меня, но я никогда не уходил от тебя. Поэтому доверьте все свои бремена в мои руки, и пусть ваша душа будет спокойна. Сегодня я наполняю ваше сердце смелостью, чтобы вы могли идти туда, куда вам нужно, разговаривать с теми, с кем вам нужно поговорить, и отстаивать то, что правильно. Я буду с тобой, и твои мечты сбудутся. Я твой всемогущий Бог, и со мной у тебя есть все. Я люблю тебя, и я здесь. Вы взывали ко мне во времена отчаяния, и я здесь, чтобы утешить вас и ответить на ваши молитвы. Ваша вера непоколебима, и ваши искренние молитвы драгоценны для меня, и я обильно благословлю вас. Я знаю ваши нужды еще до того, как вы заговорите, но мне приятно слышать ваши молитвы, ибо они подобны сладкому курению, которое поднимается к небесам и касается моего сердца. Ваша сильная, непоколебимая вера и знание о моей любви к вам должны принести мир в ваше сердце. Ваши молитвы будут услышаны, и вы и ваша семья больше не будете страдать от подобных проблем. Я дарую тебе мудрость, и твоя проницательность станет сильнее. Имейте веру, двигайтесь вперед и ищите благословения, которые я приготовил для вас. Я помещу в твое сердце имена людей, с которыми тебе нужно стать ближе. Возможно, ты давно не видел их и не разговаривал с ними, но я посылаю тебя к ним, потому что через них я благословлю тебя. И вы также будете ответом на их молитвы. Вот как я работаю, мой сын, моя дочь. Мои благословения предназначены для всех, кто верит в меня и ищет меня с искренним сердцем. В вашей жизни открывается великая дверь, настолько обширная, что вы должны оставаться смиренными, чтобы защитить себя от гордыни в будущем. Откройте свою Библию, погрузитесь в мое святое слово, и пусть ваша вера продолжает крепнуть. Почувствуйте, как растет ваша уверенность. Приходите и слушайте меня каждое утро. Откройте свои уши, цените слова, которые я говорю вам, и храните мои обещания в своем сердце и в своих молитвах. Ваши молитвы, если они возносятся искренне, имеют огромную силу.
Продолжай молиться так, мои возлюбленные, мои возлюбленные. Ибо когда вы чувствуете себя заземленными, вы действительно касаетесь небес своим прекрасным отношением. Моя рука с любовью ласкает твою голову, и все небеса вторят «Аминь» твоим искренним молитвам, сын мой, дочь моя. Если вам удалось увернуться от всех атак врага, отвлечь внимание от этого текста и зайти так далеко, напишите громкое «Слава Богу» в комментариях ниже. Знай, что победа за тобой. Знай также, драгоценный сын, драгоценная дочь, что моя любовь к тебе не имеет границ и всегда с тобой. Спасибо, что разделили со мной этот особенный момент. И если вы чувствуете в своем сердце желание оставаться в единстве и общении со мной, нажмите на видеоролик, который сейчас появится на вашем экране. Я жду тебя там.